Получается, по данным муниципалитетам у нас подключились общеобразовательные организации. Также после Андрея Владимировича мы выслушаем выступление корпоративными государственными клиентами компании Ростелеком. Позвольте сейчас предоставить слово Андрею Владимировичу, заместителю министра развития нашей республики. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, мы сегодня собрались. Вопрос у нас стоит именно по проекту ЕСПД, единая система подключения, то есть данных. Между Министерством цифровых развитий и массовых коммуникаций и Российской Федерации и ПАО Ростелеком заключен государственный контракт от 30.12.2021 года за номером 0410/151 на оказание государственных и муниципальным образовательным организациям, образующих образовательные программы общего образования, среднепрофессионального образования, далее образовательные организации, избирательные комиссии, ну и так далее, с учетом потребностей указанных пользователей услуг по предоставлению сети передачи данных доступа к государственным и муниципальным информационным системам. То есть на сегодняшний день ПАО Ростелеком ведутся мероприятия по организации ЕСПД в 645 образовательных организаций республики. При этом организовывается первый порт доступ к единой сети передачи данных ЕСПД с контентом фильтрации для учеников. Второй порт обычный интернет без фильтрации, так как пунктом 5 технического задания контракту ПАО Ростелеком должно обеспечить условия, при котором контентная фильтрация не должна распространяться на нормы административно-хозяйственного юридического состава образовательных организаций. То есть таким образом существует необходимость расторжения ранее заключенных договоров на доступ к сети интернет. Андрей Владимирович, одну секундочку. Коллеги, прошу, выключите, пожалуйста, свои микрофоны, кто не участвует сейчас в разговоре. Вы просто микрофон вообще выключите. Организаторы, Игорь Максимов, микрофоны, все. прошу включить микрофон. Игорь Максимов. Спасибо, коллеги. Ну, таким образом, существует необходимость расторжения ранее заключенных договоров на доступ к сети интернет, обычный без фильтрации, что негативно воспринимается руководством школ. Имеются случаи массовых отказов в допуске сотрудников ПАО Ростелеком для организации работ по контракту. И в связи с этим в данный момент работы завершены только в 25 школах республики. Ну, ранее тоже мы, как было направлено в АУ ДПО Институт новых технологий разъяснения в адрес управления образования, чтобы было доведено до руководства образовательных организаций, но на сегодняшний день сложилась ситуация, что процент выполнения работ и доступа работников ПАО Ростелеком к образовательным учреждениям, то есть, негативно сказать, то есть их не допускают. В связи с чем просьба, то есть нам сейчас, то есть это дело обсудить, то есть заслушать работников Ростелекома, ну и в конце, то есть я предлагаю, чтобы у нас издался приказ Миноборнауки Республики о предоставлении доступа сотрудников ПАО Ростелеком. Коллеги, спасибо. Если есть вопросы, давайте обсуждать. Если нет, то движемся дальше. Можно вопрос? Да, Можно вопрос? СОЖ-4, город Ленск. Извините, может быть, как-то по-глупому прозвучит. То есть нам нужно расторгнуть ранешние договора с Ростелекомом и заключить новые на разграничение вот этих контент-фильтров? Смысл такой? Коллеги, давайте тогда, наверное, я сейчас подключусь и, наверное, большую часть вопросов сниму. Меня зовут Лидрик Оксана Викторовна, я директор по работе с государственными коммерческими клиентами ПАО Ростелеком. Как сейчас уже ранее озвучил Андрей Владимирович, да, у нас 30 декабря был заключен договор между Министерством цифрового развития Российской Федерации и ПАО Ростелеком о подключении услуги интернет и подключении каждого образовательного учреждения к единой сети передачи данных. В рамках этого проекта по республике у нас сейчас в работе 645 объектов,
И да, на текущий момент мы сталкиваемся с проблемами по предоставлению доступа и по расторжениям договоров. Для понимания, на сегодняшний день, да, было у нас переключено 25 объектов, и в рамках этого договора ПАО «Ростелеком» должно прийти в каждое образовательное учреждение, переключить существующие АРМ, к которым подключены наши дети, в сеть ЕСПД, в единую сеть передачи данных с контент-фильтрацией, и переключить АРМ АХД без вот этого фильтра контент-фильтрации. Соответственно, дополнительно со стороны регионального муниципального образования, со стороны образовательной организации не требуется заключение никаких дополнительных договоров. На текущий момент Министерство цифрового развития забирает на себя всю финответственность, соответственно, финответственность в части услуга интернет и контент-фильтрация будет оказываться за счет средств федерального бюджета, не регионального. Дополнительных контрактов никаких не будет. Вторая задача была, это как раз расторгнуть региональные контракты, заключенные на местном уровне, либо образовательной организацией, либо министерствами и ведомствами, для того, чтобы дополнительно не тратить бюджетные средства. Как и сказали ранее, контракты будут расторгнуты, но пока не будет переключено каждое образовательное учреждение в существующую сеть ЕСПД, либо без контент-фильтрации, либо с контент-фильтрацией, услуги по ранее заключенным договорам не будут отключены. То есть договора не будет, начислений не будет, мы это все забираем на себя, мы это все storniруем, но услуги будут продолжать оказываться. Соответственно, нам, как исполнителю по государственному контракту ПАО «Ростелеком», необходимо прийти в каждое образовательное учреждение, провести переключение всех АРМов, провести обследование каждого образовательного учреждения на необходимость строительства дополнительной локальной сети при необходимости подключения дополнительных компьютеров, которые ранее к СКС не были подключены. Это только обследование. То есть Ростелеком пока не берет на себя ответственность по строительству и так далее и тому подобное. Именно дополнительной сети. Если потребуется, и если Министерство цифрового развития дополнительно, я так понимаю, будут рассматривать возможность финансирования, то мы к этому вопросу вернемся. На текущий момент мы делаем переключение существующих компьютеров, в том числе там не только компьютеры, но и средства МФУ, которые сейчас у нас находятся в кабинетах, которые у нас в том числе и по проекту ЕГЭ проходят, да, и подключение всех административно-хозяйственных там сотрудников, которые работают без контент-фильтрации, директора, приемные, бухгалтерия, без вот этого фильтра. Соответственно, вы получаете открытый интернет, как он и был ранее, но не за региональные средства, а за федеральные. Коллеги, вопросы сейчас на текущий момент еще остаются? Вопрос есть. Здравствуйте. 10-я школа, город Якутск. К нам подходили, вот по первому выступающему, к нам подходили из Ростелекома в субботу в 1:05 по времени. Тогда никаких распорядительных документов не было. И два непрезентабельного вида мужчины без документов объявили мне о том, что они намерены подключить нас к другой сети по какому-то проекту. На тот момент ни одного разъясняющего письма, ни одного разъясняющего документа ни от Ростелекома, ни от координирующих структур не поступало. Каким образом мы должны были обеспечить доступ на тот момент людям к сети интернет непонятно без документов? Поэтому просьба, наверное, я думаю, у всех такая. Это сеть по безопасности, за нее мы отвечаем, директора несем ответственность. Давайте будем тогда со стороны Ростелекома как-то организованно представлять, что это действительно Ростелеком, потому что это приходят работяги, вид у них, извините, тот еще, никакого подтверждающего документа, никакого наряда у них в руках нет. Поэтому я считаю, что в такие системы нужно это делать так же безопасно, как идет речь о безопасном интернете. Это просьба. Теперь у меня вопрос следующий.
Значит, мы пытались разъяснить для себя, на какие места и на что подключают. Ну вот я сейчас слышу, что подключаемся на все. И пока нас не подключат, то есть на компьютеры для детей, в компьютерные классы, и на компьютеры администрации, в том числе бухгалтерии. На все нам подключают этот интернет. И мы, пока не подключим вот этот канал, нас не отрубают, и деньги мы никакие не платим, торги не заключаем. Отлично. Вопрос следующий. Как это стыковывается с АРМ рабочими местами, которые буквально неделю, там, 2 назад мы аккредитовали точно так же и получили степень защиты? Это как будет встречаться? Как это встречается с каналами финансовых, у кого самостоятельные бухгалтерии? Это один вопрос. Вопрос номер 2. План подключения к автоматизированной системе управления, который нам выдан в приложении номер 1, в пункте 9 и 10 обозначены позиции по закупке. За чей счет идет эта закупка средств и программных документов? У меня все. Спасибо. Так, давайте, то есть, вопросы разделим тогда. Татьяна Александровна, вопрос, скорее всего, больше к вам, да, как курирующие эти вопросы именно по доведению информации. То есть, я так, насколько знаю, информация уже вам с Минобр России тоже приходила по этому поводу, по подключению еще в прошлом году. Дайте, пожалуйста, разъяснение. У нас, в общем, коллеги, большая часть, которая здесь подключена, да, мы все с вами в курсе, что в рамках проекта «Цифровая», это федерального национального проекта, да, «Цифровая экономика», это по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» с 2019 года, да, по 2021 год, у нас были подключены 414 школ и 20 учреждений среднего профобразования по интернету, так мы его называем СЗО, да, и к ЕСПД. И к данному списку, к 414 школам, да, у нас дополнительно, вот, как сказал Андрей Владимирович, да, в декабре 2021 года был подключен контракт, заключен контракт, где вошли все общеобразовательные школы нашего субъекта, которые должны быть подключены к ЕСПД, да. Конечно, наши коллеги, потому что сегодня у нас подключены это руководители образовательных организаций, да, муниципальные ответственные, технические специалисты, они все в курсе о том, что у нас идет подключение к ЕСПД, они все знают, что являются провайдерами Ростелеком, да. Коллеги, в принципе, знают, но я как-то поняла, что сейчас идет именно такая просьба, да, от предыдущего выступления, да, о том, что именно должны быть подтверждающие документы, так, удостоверения, так скажем, от наших коллег с Ростелекома. Я скажу, Андрей Владимирович, да, и Оксана Викторовна знает о том, что у нас все школы, они уведомлены. Просто у нас некоторых школ, да, есть вопросы именно касаемо вот их второй линии, да, коллеги это очень интересует. Какой период у нас будет подключение в рамках этого контракта, да, как долго это будет бесплатно, это или будет на постоянной основе, да. Их волнует фильтрованность, то есть есть белый фильтр, вот именно какая часть компьютеров это будет работать, какая без белого фильтра. Если даже мы подключаем без фильтра к администрации, да, допустим, те же автоматизированные рабочие места, как быстро это будет производиться, вот в этом плане у них есть вопросы. А так, они все у нас уведомлены, все руководители образовательных организаций о том, что у нас предстоит такая работа совместно с Ростелекомом и Минцифрой России, где все равно мостиком является наше с вами Министерство образования и Министерство инноваций, цифрового развития нашей республики. Ну, я вот предлагаю к вам, если у коллег больше нет вопросов, да, переключиться на чат. Там, в принципе, у нас коллеги очень, вопросы тоже задают. Может быть, Надежда Александровна, можно я у вас уточнюсь? Еще у вас какой вопрос был? Может быть, я что-то пропустила? Да, конечно. Финансирование по плану подключения. Здесь оплата стоит приобретение за чей счет? Ага. И как это стыковывается, эта система, как стыковывается с АРМом по поводу ОГЭ-ЕГЭ?
Да. У нас коллеги, вот совершенно руководители прав, Надежда Александровна, правильно тоже вопрос поставлен, да, у нас во время кампании ОГЭ и ЕГЭ у нас как раз-таки тоже по линии Ростелеком. И он будет по линии ЕСПД или это будет по второй линии? Коллеги, тут тоже необходимо для коллег разъяснить, Оксана Викторовна. Почему? Потому что приемная кампания совсем не за горами. Ну и потом, это же все платно. Чтобы АРМ на ЕГЭ подключить, мы же тоже денежку платим. И вот здесь я вижу программу. А где гарантия, что у нас программы сейчас соответствуют? Там криптографическая защита, там, ну, то есть, я так думаю, это финансы. Вот эти нам... Мы же очень рады за все, прекрасно. Двумя ногами мы все поддерживаем. Только нам бы понять ситуацию. Вы можете, да, прокомментировать? Мы же там саму вот эту вот систему ЕГЭ же мы то есть туда же как бы саму вот, как неправильно сформулировать слово, то есть систему безопасности вы же там не будете же, вы чисто подключите интернет и все же, правильно, да, Оксана? Коллеги, в рамках... Аттестационные документы, там же все входит, и АРМ, и сеть, и так далее. Тогда надо будет же менять, аттестацию же проходит это место. ОГЭ. Коллеги, когда мы аттестацию проходим по ОГЭ и ЕГЭ, мы же подключаем совсем другой сервис. Это же не Ростелеком только предоставляет связь. Да. Сейчас запутаете с этим вопросом. Нет, это совсем другая вещь. Здесь говорится о том, что мы подключаем компьютеры к сети интернет через Ростелеком, но при этом должно быть две архитектуры, я так понимаю. Одна архитектура – это школьные компьютеры, то есть те, которые относятся к школьникам, это по кабинетам, библиотеке и так далее. Да. А вторая линия, будем так говорить, это административная. Это как бы две локальных сети в одной организации, и они будут переподключаться по-разному. Одна без контент-фильтра, это администрация и хозяйственный корпус, а вторая с контент-фильтром. Вот про что идет разговор. Правильно понимаю? Ну да, вы правильно все объяснили. То есть у нас вопрос встал в том, что раньше все же было подключено, и оплата в основном шла за счет республиканского же бюджета, за счет и образования и так далее. Сейчас то есть, здесь соглашение такое, что республика подписала с Минцифрой, Минцифра на себя взяла объекты образования, то есть за счет федеральных ресурсов. А все остальное СЗО, куда входят там пожарники, культура, медицина, это республика оплачивает. Поэтому все, что сейчас подключение, то есть это оператор выбран Минцифра, Ростелеком. То есть вы его допускаете, они переключение делают, все, у вас интернет идет. Дальнейшие программы, они просто, у них нет как бы доступа. То есть это все там. Еще можно сказать? Говорят, конечно, они не против того, что они пропустят коллег с Ростелекома. Просто они параллельно к этому хотят понять, да, допустим, у нас, если в прошлом году был СЗО подключен, у них все равно была вторая линия, по которой они вот и проводили, так скажем, кампанию во время ОГЭ и ЕГЭ, да, ну, в принципе, без этого это было как-то безболезненно. Но сейчас, когда мы перед совещанием разговаривали с Оксаной Викторовной, да, и с Анной Сергеевной, да, Исаевой, был разговор о том, что школы должны отключить свою вторую линию. Идти их экзамены, да, по ЕГЭ и ЕГЭ. Вот это интересует. А коллеги, можно сказать, это Трофимов Илья Владимирович, Ростелеком, технический блок. Вот хотел бы ответить на вопрос. Вот первое по поводу того, что документы как бы не приносят по городу Якутску. Я переговорю с руководителями, что обязательно они как бы заставляли ребят брать с собой документы, просто там по выходным работают ГПХ, поэтому, к сожалению, пришли как бы люди без документов. А так, конечно, мы стараемся как бы в рабочие дни все как положено. Теперь по поводу ОГЭ, ЕГЭ. Значит, предварительно хотели как бы тоже ОГЭ, ЕГЭ как бы засунуть в ЕСПД,
но потом, когда стали как бы пробовать, выяснилось, что там как-то технически это сделать как бы очень сложно, как бы каналы пропадают, поэтому АГ и ЕГЭ вроде пока решили делать без ЕСПД. Илья Владимирович, тогда мы понимаем, что вторая линия остается, да? Или как? Но вроде пока сказали, что до проведения АГ и ЕГЭ как бы она должна вроде как оставаться, но просто меняют мнение там раз в неделю, поэтому пока предварительно последние данные были, что вроде остается, как было в прошлом году. Здравствуйте, это Амгинский УЛУС. У нас большинство школ в других провайдерах сидят, на других, не Ростелеком. Нет, коллеги, то, что вы не на Ростелеком, как бы это понятно. Там главная была задача, чтобы перевести вот на вот эту вот контент-фильтрацию. Там даже если сторонние провайдеры, там и Саха телекоммуникации, и различные другие как бы провайдеры, это как бы понятие есть. Имеется в виду, что нам главное, чтобы оно шло через контент-фильтрацию. То есть там не обязательно Ростелеком. Это я про ЕЗСПД говорю. Можно вопрос? У нас работают по ЕСПД Ростелеком, правильно? Да, вот те, которые списки по 645, там, да, там практически большая часть Ростелеком. Практически все. Есть, да, смотрите, вот Амгинский УЛУС, он же попал, получается, в эти 145. Вот коллеги уточняются, когда у них есть и другой оператор, то они как должны при этом себя вести, допустим, да, но при этом в этих же школах, соответственно, еще пункты проведения экзаменов, да, тоже есть. Соответственно, они тоже оставляют, да, вот как им будет? Нет, расторгают или как это должно быть? Еще раз. Логика сейчас в рамках реализации проекта ЕСПД Ростелеком предоставляет не только доступ к единой сети передачи данных, но и услуги интернет. Там, где в этот момент у нас есть населенные пункты без физического Ростелеком, например, да, и где сейчас контракты заключены с альтернативными операторами связи, с любыми другими, которые у вас там есть на текущий момент, мы будем в любом случае представлять ЕСПД по существу линиям, но процесс расторжения контракта и оплаты по оказываемым услугам дополнительно сверх ЕСПД и интернета в рамках 151 ВГК, здесь уже будет зона ответственности самого образовательного учреждения, муниципального образования именно за дополнительные расходы. Мы, как Ростелеком, будем подключать на физических сетях сейчас, либо там, где есть необходимость арктические территории, либо там у нас есть там пара объектов, которые будут подключены беспроводным способом, но мы будем предоставлять и ЕСПД, и интернет в рамках этого государственного контракта. Соответственно, было направлено письмо также со стороны Министерства цифрового развития на все региональные уровни с задачей расторгнуть региональные контракты со всеми операторами связи, независимо от того, Ростелеком, либо какой-то он будет иной. На текущий момент, возвращаясь к вопросу по как раз-таки ЕГЭ-ОГЭ, физические линии мы не разбираем. В рамках ОГЭ и ЕГЭ каналы VPN, они всегда настраивались в моменте предоставления и оказания уже услуг ЕГЭ-ОГЭ. Также, возвращаясь к предыдущему вопросу, контракт, который 151, заключен до августа 2023 года, до конца августа 2023 года. Соответственно, на текущий момент и до 31 августа 2023 года финансирование идет с федерального уровня. Если будут какие-то изменения, там дополнительное соглашение, корректировка дат и сроков по исполнению этого контракта и по предоставлению услуг связи, я уверена, что Министерство цифрового развития также направит информацию во все регионы для того, чтобы уведомить об изменениях. Исходя из этого, на этот год ЕГЭ-ОГЭ делаем по примеру прошлого года, услуги интернет ЕСПД
ПАО Ростелеком предоставляет в рамках 151 ГК и продолжает до 31 августа 2023. То есть альтернативные источники все-таки мы должны отключить. Фактически по коммуникациям, которые в том числе и в нас спускались, да, в связи с чем мы также, мы как оператор связи, обязаны расторгнуть с вами все контракты, которые были заключены в прошлом, в позапрошлом, в этом году, да, буквально неделю назад. Все контракты должны быть расторгнуты. За исключением тех случаев, когда образовательная организация пишет в специальной форме заявление о том, что вам необходим дополнительный интернет от Ростелекома, от другого оператора. Например, если вам в рамках ЕСПД 100 мегабит не хватает для того, чтобы на всех 2000 учеников вам хватало интернета, вы это просто описываете и обосновываете. Если таких обоснований нет, в части «Зачем вам необходим дополнительный интернет, если мы вам его предоставляем в рамках федерального ГК?», к сожалению, да, не у нас даже, а Минцифра позицию такую заняла. Все региональные контракты с операторами. Ага, простите, пожалуйста, это Момский район, да, Момская школа. Мы подключены к СЗО, и у нас альтернативным источником связи является также Ростелеком. Чтобы пройти качественно ОГЭ и ЕГЭ, мы хотели протянуть вторую линию на второй этаж, но, к сожалению, нам отказали на основании того, что как раз-таки переподключение к ЕСПД и так далее, да. Сотрудник Ростелекома подошел, но дозоровский интернет, он даже скорость замерить не смог. Этот дозоровский, он уже стоит через ЕСПД и он даже скорость передачи данных замерить не смог, потому что зависает полностью. И этот Ростелеком у нас был установлен как альтернативный источник. А альтернативный источник на время ЕГЭ, ОГЭ как раз-таки требуется. И мы заполнили уведомление о том, что нам действительно требуется альтернативный источник. И с Ростелекома к нам в январе приходило подобное уведомление, если вам нужен альтернативный источник. Мы это уведомление заполнили, мы его отправили, но ответа никакого нет. Я так не поняла, что мы должны все-таки, нам разрешили иметь альтернативный источник, или все-таки мы должны переподключиться к ЕСПД? Скажите, школа какая еще раз? Момская СОЖ. Оксана Викторовна, если сказать в целом по опыту предыдущих лет, да, ежегодно, образовая школу, у нас каждый год они усиливают, да, скорость интернета. Почему? Потому что у них же все равно они должны это все время вовремя сдать, да, чтобы не должно быть никаких перебоев. Допустим, по той же Всероссийской олимпиаде школьников у нас были проблемы с одним из муниципалитетов, потому что скорость интернета не позволила детям участвовать. Такие тоже у нас тут разбирательства по этому поводу будет. Да, и, Оксана Викторовна, пожалуйста, для коллег, да, попрошу все-таки озвучить, какая скорость в рамках контракта для школ по интернету? В рамках контракта в городе у нас скорость должна быть 100 мегабит в секунду. На территориях удаленных, в населенных пунктах у нас должно быть 50 мегабит, и если технология подключения GPON, оптика. И если технология подключения спутник, 1 мегабит в секунду. Все, других вариантов нет. Соответственно, если... С такой скоростью мы ЕГЭ провалим полностью, мы не успеем взять материалы с такой скоростью, абсолютно. Илья Трофимцев, подключись, пожалуйста. А сколько, я не совсем понимаю, у вас ППЭ, точнее, сколько аудитории у вас в ППЭ, что вам не хватит 50 или 100 мегабит? Момский район, Оксана Викторовна, там невозможно 50 мегабит, там спутник. Спутник. Да, Оксана, да, это имеется в виду там спутниковые направления, там, если ЕГЭ у нас идет в офлайн режим. Так мы, подождите еще раз, коллеги, когда мы говорим про спутниковые направления, у нас ЕГЭ никогда не было в режиме онлайн, он всегда был в офлайне. Ну, я поэтому и говорю, что у нас он в офлайне идет. Нет, мы к тому, что когда мы были подключены к Ростелекому, у нас все это удавалось. То есть сейчас, получается, нам нужно отключаться от альтернативного источника. Мы об этом беспокоимся. Давайте тогда еще раз. У вас было по спутниковому ресурсу, правильно?
Оксана, можно я подтвержу? То есть все объекты СЗО, которые в том числе и школы, они были подключены к Дозор Телеком, правильно же, да? У вас же Дозор Телеком на сегодняшний день. У них у всех была параллельная линия по Ростелекому. Потому что они как, ну как правильно сказать, как альтернатива того, что там все равно скорость, она все равно позволяла работать, да? Все равно альтернативу, вторую линию, мне кажется, по Ростелекому все равно нужно будет оставить этот учебный год. Вот коллеги тоже, наверное, подтвердят меня вот в этом и поддержат. Татьяна Александровна, можно, да, дополнить? Данилов Дмитрий, заместитель директора Института новых технологий, да? Оксана Викторовна и Андрей Владимирович, вот у меня вопрос, да? Какой нормативно-правовой акт там, да, прописывает или объясняет то, что образовательным организациям нужно отказываться от второй линии? Вот где это вот прописано? Вот все образовательные организации у нас спрашивают, нам тоже интересно, почему Ростелеком в рамках вот своего контракта заставляет образовательные организации отключаться от альтернативных операторов связи. Коллеги, давайте тогда, наверное, еще раз разъясним и поясним. Это не Ростелеком заставляет, это распоряжение со стороны Министерства цифрового развития. Письмо ранее было направлено, а именно 21.01.22, о том, что есть необходимость расторжения региональных контрактов в рамках исполнения 151 ГК между Минцифрой и Ростелекомом. Это не нормативно-правовой акт, это не федеральное законодательство, это не постановление, нет. Это есть письмо с Министерства цифрового развития. В данном случае, Андрей Владимирович, подскажите, пожалуйста, наверное, каким-то образом, если требуются дополнительные запросы, они со стороны Минцифры региона в Минцифру РФ заходят. Вот я сейчас хочу как бы, да, этот вопрос ну, себе вспомнить. То есть вообще как бы почему этот вопрос возник, как бы вообще, то есть все объекты СЗО были подключены федеральным бюджетом. Кто подключал, это была компания у нас провайдер, договор был с Минцифрой, это Дозор Телепорт. Все, на сегодня протоколом совещания 29.12.21 за номером ПР-311-П1 у председателя правительства, то есть, так, сейчас, было распоряжение заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко о том, что перезаключить как раз все договора, которые были. Я сейчас хочу найти этот документ, все-таки у меня он был. Можно я для коллег разъясню, да? Коллеги, у нас линия СЗО, да, оно уже оператором является у нас Ростелеком, не Дозор Телепорт. У Дозор Телепорта контракт был до 31 декабря 2021 года. На 22-23 года, ну, до августа месяца, да, у нас по СЗО и по СПД оператором является Ростелеком. Ага. Так. С этого года. Тогда с оборудованием. Сервера также у нас, тарелки всякое. Еще вот не расслышали хорошо. Вот у нас от Дозор Телепорта же стоят сервера, тарелки подключены. Вот. Что с ними делать тогда, если мы к Ростелекому будем подключаться? Ну, это же у вас остается. Оно было в рамках контракта вот как раз-таки по линии СЗО. Правильно же я говорю? Коллеги, в части оборудования сейчас там принимается решение по поводу передачи его там между операторами. На текущий момент этот вопрос, он в любом случае будет в работе, и подключение, переключение будет, оно так или иначе произойдет. У нас сейчас, то, ради чего мы сейчас собрались, да, это еще раз объяснение, разъяснение, что подключение армов должно и переключение к системе ESPD, к компоненту контент-фильтрации необходимо произвести. Александр, я нашел этот документ поручения, да, там хотел зачем вопрос спрашивать, какой документ и на чего.
Поручение заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко 28 октября 2021 года, номер ДЧ-П 10-15-392, субъектам Российской Федерации рекомендовано предусмотреть финансирование на оплату, начиная с 2022 года, предоставление услуг доступа к сети интернет с назначенных объектов, далее СЗО, находящихся в ведении региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенные 19-21 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Вот на основании этого документа мы и получается, что часть республика взяла на себя объекты, то есть я вначале говорил, это кроме школ, это ФАПы, органы местного самоуправления, пожарные части и учреждения культуры. То есть вот эти вот объекты республика перезаключает, то есть договора, то есть берет на себя, то есть муниципальное образование перезаключает. Все, что касаемо школ, оператором назначен ПАО Ростелеком Минцифры, который я тоже зачитал за номером 0410-151 от 30.12.21 года, который будет действовать до 2023 года. Вот в чем разница, то есть почему это идут разграничения. То есть я если дозор телепорт оставлять, то есть, вопрос тогда, кто будет оплачивать, если Минобры деньги есть, то вопросов нет, можно и достать. Ага, здесь понятно. Вопрос оплаты, видите? Да, Андрей Владимирович, понятно? Вы извините меня, коллеги. Вот любая услуга предоставляется на основании договора или соглашения. Вот эти все отношения, наверное, должны быть простроены в том числе в рамках контракта по заданию, Минцифры со школами. И если эти мы контракты бы получили, то, наверное, ряд вопросов бы были сняты. В них же, наверное, все бы было подписано. Поэтому будут ли эти договора или какой-то будет распорядительный единый документ? Поэтому мы и собрались. Спасибо за вопрос. То есть мы как раз и хотим сейчас совместно, то есть получается с Минобром республики, как раз сейчас и подготовить проект приказа, где как раз это все и укажем, что именно в рамках вот этой программы ПАО Ростелеком является оператором по подключению всех школ республики. И как раз это все пропишем, чтобы у вас был документ. Я понимаю, что у вас на сегодняшний день его не было, и поэтому и допуск работников вы не могли допустить, плюс и трудности у Ростелекома, и в том числе мы сейчас отчитываемся в Минцифры, там чуть ли не каждую неделю по работе СПД, показатели низкие, поэтому надо сейчас просьба подготовить распоряжение, приказ. Скажу, все-таки, конечно, у нас есть школы, которые уже подходили коллеги с Ростелеком, но это не означает, что они не пускают. Просто необходима была разъяснительная работа в плане того, что в основном большая часть образовательных организаций хотят оставить вторую часть, альтернативную линию по интернету, потому что оно как спасательный жилет, грубо говоря. Если тут не будет работать, то там сработает, И, соответственно, все равно, даже коллеги у нас в чате пишут, что во время Олимпиад даже по физкультуре не смогли выгрузить, и вторая линия будет установлена. Почему? Потому что по ЕСПД у нас, видимо, скорость совсем маленькая, люди же все равно на местах знают, какая там фактическая скорость, В принципе, я тоже с ним в этом плане согласна. Еще, коллеги, я, извините, перебил, Татьяна Александровна. То есть вопрос еще в том стоит, что сейчас все, я так понял, получают все услуги по дозор телепорт, хотя договоров нету. Это идет в том, что на сегодняшний день у нас есть договоренности, потому что еще не все в республике перезаключили договора по СЗО, начиная от медицины и кончая культурой, МСО. Поэтому и получается, скорее всего, интернет у вас идет. То есть из-за него никто не оплачивает сейчас. Сейчас, как только мы информацию довозим по СЗО Минцифры, что у нас все законтрактовано, Минцифра отключает дозор, и мы все работаем на бюджете, который мы заложили с республиканского и муниципального.
Тогда, получается, мы все-таки руководителям говорим о том, что они оставляют только линии СПД, либо как. Нам тоже, потому что нам звонят руководители образовательных организаций, да, и технические специалисты, и хотят удостовериться, мы оставляем свою вторую линию или нет. Я так поняла, у Оксаны Викторовны уже есть своя позиция о том, что они договора, которые были ранее заключены, они расторгают, да. Мы пока с вами это не понимаем в плане того, что во время ГИА какая линия будет. И тут коллеги даже в чате пишут, у нас по ГИА, она же проходит по аттестованному каналу, да, по линии север. Север, оказывается, у нас даже по ЕСПД тоже никакой информации не владеет. Да? Оксана Викторовна, тут еще коллеги уточняются, будет ли точный график посещения школ специалистами РТК. Наверное, нужен будет приказ, который будем согласовывать с управлением образования. Коллеги, по поводу графика посещения, конечно, это можно сделать, но еще раз обращаю внимание на количественные показатели, да, там на объем. Мы сейчас можем с вами согласовывать их очень-очень долго. На текущий момент, просто я, к сожалению, наверное, не вижу такой прям необходимости, когда мы говорим об удаленных населенных пунктах, там люди, они друг друга знают практически в лицо каждый друг друга. И договориться именно об удобном времени посещения, понятное дело, это возможно. Но согласовать там почти 640 объектов, за вычетом даже там, порядка 600 объектов, мы будем долго. И включать этот приказ не вижу смысла. Нет, я имею в виду, допустим, не приказом хотя бы, а график вам сделать. Допустим, муниципальные ваши ответственные могут же по одному паритету своему. Не обязательно он должен быть от нашего с вами регионального. Будет один, в этом приказе у нас должны быть все образовательные учреждения. Правильно? Да. Соответственно, вы... В Абыйском УЛУСе там не так уж много школ, как говорится. Ваш сотрудник, который сидит там, он же может заранее уже обговорить либо с муниципальным ответственным, о том, что он будет выезжать в какие-то населенные пункты, тогда-то, тогда-то, тогда-то. Все равно же людям тоже должны же они понимать, что к ним вот в тот-то день, в тот-то час придут там. Это может просто сделать график и направить всем, что в определенное время такие-то районы будут переключаться. Все. Андрей Владимирович, Диана Александровна, это идеальный случай, когда у нас есть время на то, чтобы согласовать этот график. Мы со своей стороны, со стороны Ростелекома, даже если предварительно сделаем, что выезды у нас должны быть там до 15 марта завершены, но, допустим, если мы скажем, что мы в Момскую школу поедем 14 марта, да, а 11 марта мы не завершили еще другую школу, потому что там количество ормов было чуть больше и переключение чуть сложнее, соответственно, мы в этом графике съезжаем. Поэтому я предлагаю проще сделать ситуацию, чтобы сейчас не задерживать выдачу приказа и его, соответственно, подготовку проекта. А на местном уровне мы уже тогда со своими коллегами проговорим, чтобы ЛТЦ, прежде чем выезжать в образовательную организацию, естественно, заранее, за день хотя бы звонили, предупреждали, что они едут. График, я считаю, что это будет некорректно и пустая трата времени. Мы не факт, что сможем его исполнить в том формате, в котором мы с вами его подпишем. Коллеги, я тут вижу такой тоже актуальный вопрос, потому что по этому поводу нам тоже несколько школ выходили. У нас в одном кабинете школы интернет только через Wi-Fi. Ребята из Ростелекома не смогли настроить Wi-Fi с ЕСПД. Говорят, что надо им купить коммунатор, да? Коммунатор. Вообще есть возможность раздать интернет, который подключен через ЕСПД, через Wi-Fi. Коллеги, но сейчас, Трофимцев, вопрос сейчас такой, в принципе, прорабатывается, потому что, к сожалению, у нас не все специалисты в районах умеют так очень, правильно настраивать Wi-Fi. А так, в принципе, мы понимаем, что есть ноутбуки, которые, грубо говоря, там переносятся из класса в класс. И, в принципе, мы умеем их настраивать. То есть, но нам нужно, проводим небольшие обучения
чтобы ребята в районах ЛТЦ как бы, ну, сумели это как бы сделать. Эта проблема как бы есть, и я ее как бы не отрицаю, но переключить мы как бы в принципе сможем. Единственное, что просто некоторые школы просят еще дополнительные Wi-Fi оборудование, которое, к сожалению, у нас как бы пока нет в наличии. У нас как бы задача стоит переключить в ESPD. И, грубо говоря, вторая – это обследование, если где-то требуется, если линии как бы связи нету, ЛВС внутренней, то мы должны как бы ее сделать. И мы как бы эти объемы эти передаем в Москву, и они там будут считать, как бы выдавать как бы средства, и мы будем потом, допустим, летом, скорее всего, ориентировочно строить. Можно вопрос спросить? Здравствуйте. Задавайте вопрос. Да, вот Чапчелганская, Сошамгинский ВУЗ район. У нас провайдер интернета совсем другой, не Ростелеком. Это получается, когда через этот континент защита фильтр мы пойдем, тогда мы будем отказываться от других провайдеров и подключаться к вам, да, только? Просто по Амгинскому УЛУСу, как я помню, мы 20 населенных пунктов купили у Эксперт Телекома, если не ошибаюсь, вот в рамках проекта именно ЕЗД. К нам приезжали с Ростелекома, установили какую-то зеленую штуку, написано вот континент. это, да, это криптошлюсы есть, да. Да, какие-то вот ключи дали. Я спросил, вот, что они пока хорошо не знали, что это, как это и зачем это. Да. Дело в том, что по Амгинскому УЛУСу там у нас у Ростелекома не везде есть оптическая магистраль, и поэтому мы были вынуждены подключить как бы с Эксперт Телекомом. Да, грубо говоря, мы договор с ними заключили здесь, в Якутске, как бы, и подключились через них. По-моему, около 20 населенных пунктов было. Ясно. Можно еще Можно вопрос, Михаил? Можно, да, я быстренько скажу, что детские сады в этом проекте, они не участвуют, да, то есть не охватываются. И вот насчет контент-фильтрации все-таки я хочу уточниться, как раз Илья Владимирович тоже, пожалуйста, разъясните, да. Когда вот коллеги с РТК приходят в школу, да, они все подключают сразу к ЕСПД, но мы с вами все равно понимаем, что нефильтрованная часть школам, по крайней мере, администрации, она тоже нужна. Вот параллельно это делается или нет? Или это все вначале подключается ЕСПД, а потом по истечению какого-то времени вы только снимаете некоторые как это будет? Пожалуйста, тоже разъясните это. Да, и хочу дополнить, да, Татьяна Александровна, вот вопрос скорее к Илье, да. Поступали жалобы с образовательных организаций о том, что администраторам, да, сисадминам образовательных организаций не предоставляется пул IP-адресов, говорят, мы вам не дадим, мы сами только настраиваем вот, рабочие места, да. С какой целью это делается, вот мы не понимаем. Можно, да, получить разъяснение, почему нельзя дать сисадминам пул-адрес? А каждой школе вообще выделяется пул IP-адресов, по-моему, там в количестве 50 как бы штук, это, как бы стандартное. Если, грубо говоря, там больше 50, то мы, в принципе, расширяем. Если кто-то, допустим, там отказывает из наших представителей, давайте как бы вы будете выходить на меня, будем как бы разговаривать, уточнять. Может, какое-то недопонимание вышло. Илья, тогда в чате, пожалуйста, телефон оставьте, как нам с вами тогда. Я думаю, я Татьяне Александровне передам, она уже. Да, я ответственно. Или, да, через Татьяну Александровну давайте лучше все действовать, коллеги, потому что будет правильно. Давайте так. И вот еще по поводу вопроса детских садов. Мне почему-то некоторые как бы ЛТЦ звонят и говорят, что почему-то объединили школы с садами, и типа, говорит, что нам, говорит, садики как бы тоже переключать. И вот тоже, да, такой интересный вопрос, как бы я в Москву как бы задал, но они как бы вроде как говорят, что вы, говорит, переключаете как бы школьные, а, говорит, по садам, говорит, там, давайте, говорит, если уж сильно хотят, говорит, то можете там административную часть, допустим, включить. Если не хотят, то как бы сады не трогайте.
И тут еще поступил вопрос, да, насчет вопрос. со школами в рамках того, что у нас Здравствуйте, извините, пожалуйста, коллеги, можно я вопрос задам? У меня тут интернет-связь не очень устойчивая, я все время пропадаю. Вопрос очень важный. Горный Луз, Кептинская СОЖ. Скажите, пожалуйста, вот вопрос Оксане Викторовне и, пользуясь случаем, Андрею Владимировичу. Скажите, пожалуйста, когда восстановит у нас линию оптоволоконной связи по горному, не по горному, а вот именно по маршруту Ильбене-Кептин? У нас как бы с 1 октября прошлого года как бы включили там к оптоволоконной связи, но с ноября у нас связи нету. И вот я сегодня только сегодня узнала, что у нас, оказывается, дозор уже не работает, а работает по Ростелекому. Ну, тогда, значит, вопрос к Ростелекому, да, когда у нас будет связь по оптоволоконной линии. И второй вопрос. У нас альтернативная вот интернет-связь спутниковая, да, РТКом. Если мы от него отключимся, тогда у нас вообще интернет-связи же не будет. Когда как быть в нашей ситуации? Спасибо. Еще раз. Коллеги, давайте я попытаюсь как бы подсказать. Насчет Кептинской школы, как бы я уточню, дело в том, что это магистральные каналы связи. Если у вас никакой как бы связи нету, то, конечно, лучше работайте там через РТКом, что у вас включено, пока их не отключили. А я, допустим, уточню, что по поводу магистральной Ростелекома, и, в принципе, смогу ответить только чуть попозже, но сегодня. Ну, то есть тогда мы друг другу вот начинаем противоречить, да, вот образовательным организациям мы говорим, надо отключаться от альтернативных линий связи, кроме ЕСПД, когда как со стороны Ростелекома, да, вот говорится, невозможно обеспечить работу пунктов вот, да, передачи документов по ЕГЭ. Ну, как быть в данном случае? Давайте подытожим. Тогда все-таки сотрудники Ростелеком, может, не будут говорить об отключении альтернативных линий связи? Нет, Дмитрий, здесь же как информация в том, что если сейчас там уточнят причина все-таки в чем там волокно, то есть там почему не работает, они уточнят, а то, что спутниковое, то есть, ну, это же Ростелеком предоставляет РТКом, это их же договора. Какая разница, по спутнику будет или по волокну, то есть, ну, понятно, что там, конечно, сложнее по емкости, да, интернета, но услуги-то они же будут оказывать. Это не другой альтернативный оператор. Коллеги, вопрос задам. Вот коллеги уточняются в чате, когда после того, как у нас оператор, допустим, поменялся, стал Ростелеком, когда у нас подписание договоров должно быть? Еще раз, коллеги, я акцентирую внимание на том, что договоров на региональном уровне не должно быть ни с Ростелекомом, ни с любым другим связью. Мы, как компания Ростелеком, не расформировываем физически никакие линии. Ни физические, ни медь, ни оптику, ни спутниковые каналы. Они остаются работать. Контрактов не будет, платить вы за это не будете. Мы их будем расформировать только тогда, когда мы четко с вами понимаем, все образовательные организации, о том, что система работает исправно, что ширины канала хватает и так далее и тому подобное. Возвращаясь к вопросу по ЕГЭ. ЕГЭ в спутниковых регионах онлайн не проводилось и не проводится никогда. Оно всегда проводится в режиме офлайн с записью видеотрансляции на флеш-носители, которые в дальнейшем передаются в Ростелеком и дальше потом уже обрабатываются. Те каналы, которые ранее были организованы и подключаются ежегодно в рамках проведения ЕГЭ, это абсолютно другой контракт. И он не зависит от того, есть ли региональный контракт с образовательной организацией на предоставление услуг за их счет. Физика всегда есть. ЕГЭ, оно организовывается не на услуги интернет, а там вообще другая услуга, VPN. И оно идет для каждой камеры отдельно, это если IP-камера, и USB-пак конкретно, если у нас там еще не переведены на IP-камеры. Все. Поэтому переживать за ЕГЭ нет необходимости. Переживать за то, что у вас не будет услуг связи, нет необходимости. У вас не будет только дополнительных затрат.
О чем говорит Андрей Владимирович в части РТКом? РТКом, правильно вы говорите, является дочерним независимым обществом. И в любом случае оно продолжает оказывать эти услуги, только не за счет регионального бюджета. Услуги все остаются, все работает. Интернет будет работать через ЕСПД, либо с контент, либо без контент-фильтрации. Спутник будет как работал, так и работает. Там, где у нас нет физической возможности вас подключить к своим сетям, мы берем и арендуем у альтернативных операторов каналы. Все. Но без ваших дополнительных затрат. Все понятно, Оксана, очень четко и ясно, но любая услуга оказывается на основании какого-то договора. Тут даже нам приказа недостаточно, потому что нас уже начали проверять прокуратуры. Каким образом, как дается фильтр, где он сейчас идет. Может быть, какое-то рамочное соглашение все-таки. Есть смысл подписать между, я не знаю, поставщиком услуги, где не будут прописаны деньги, где будут прописаны условия. Или нам будет доведено техзадание, или еще что-то. Раз есть услуга, значит, она должна выполняться каким-то условиям, требованиям. Вот эти, как закрепить условия, требования? Что мне показывать прокуратуре на вопрос, как вы сейчас обеспечиваете контентную фильтрацию? Они договор просят, соглашение. Татьяна, можно я тоже добавлю? Секундочку. Ирина Леонтьевна, Штанько, 4-я школа, город Ленск. Вот согласна с коллегой, ведь контент-фильтрация мы должны предоставлять прокуратуре, как мы обеспечиваем эту контент-фильтрацию. И когда прокуратура приходит, не дай бог, вот честное слово, это же очень большие штрафы. Если прокуратура набирает там какие-то запрещенный контент, и он вывалится, кто будет за это отвечать? Вот это мы беспокоимся про это. Вот именно так. И если будет у нас документ, который будет говорить о том, что контент-фильтрация обеспечивается Ростелекомом, и там прописано что и как. И второй вот вопрос, еще раз, все-таки архитектура должна быть разная. То есть это школьные компьютеры, локальная сеть, и отдельно все-таки административный. Или через шлюзы это как-то будет организовано каким-то образом. Вот это мы тоже не понимаем, чтобы мы это понимали. Иначе, если мы расторгнем договор с региональным оператором Ростелеком, мы все, не платим, у нас нету ничего на руках. Тогда нам нужно понимать, где, кто платит, кто отвечает за это. И почему тогда нас не надо наказывать, что Ростелеком, допустим, не обеспечил вот эту контент-фильтрацию. Это боль директоров. Вот про что говорит коллега. И я тоже ее поддерживаю. Вот полностью поддерживаю, да, тоже. Коллеги, ну еще раз давайте, то есть пройдемся. То есть первое, да, то есть есть поручение председателя правительства Российской Федерации Чернышенко, где он поручил социально значимые объекты СЗО, входящие, которые в ведении региональных органов власти и местного самоуправления, переключиться в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В том числе заключено соглашение между Минцифрой и Республикой как раз по тому, что Минцифра Российской Федерации школы оплату за интернет берет на себя. То есть это соглашение между Республикой и Министерством цифровых инноваций Российской Федерации. Андрей Владимирович, можно я вас дополню? По вопросам, которые ранее были озвучены, еще раз, архитектура, о чем вы сейчас говорите, подключение АХД и ARM для школьников, физика одна, ЛКС одна, подключение скриптошлюза из разных портов, с контент-фильтрацией, без контент-фильтрации. По поводу обоснований прокуратуре, я думаю, что будет достаточно, в принципе, направить централизованно в образовательное учреждение 151 ГК. Также вы можете его найти на закупках ГОВ. Официально он открытый, он не закрытый. Скачать оттуда всю информацию, в том числе техническое задание, в том числе и сам проект контракта, где конкретно будет прописано, в том числе, что Ростелеком оказывает контент-фильтрацию. Соответственно, неисполнение обязанностей предоставлению контент-фильтрации, и если прокуратура вдруг провалилась в какой-то некорректный, неправильный сайт, который, по идее, должен быть закрыт,
Это зона ответственности исполнителя по государственному контракту. Есть два варианта. Выберите, который вам будет удобно. Зайти и увидеть этот контракт в открытом доступе на закупках ГОВ, либо, Цансана, давайте мы вам его еще раз просто продублируем, чтобы вы его централизованно вместе с приказом направили в образовательное учреждение. Этого вам будет достаточно? И в каком формате принимаем? Этого нам будет достаточно, если в этом контракте будет перечень школ, и каждый сможет найти свою строчку там. Все, и вопрос будет снят. Добрый день, коллеги. Сроки начала работ нужно. Сроки начала работ когда? Вот Ростелеком начинает работать в школах. Мы начали это должно быть. Они уже начали, они давно работают. И тогда ответственность уже наступает вот с этого момента, когда они начали работать. Нет, коллеги, можно тоже вставить пару слов? Рыбкина, 31-я школа, город Якутск. Госконтракт – это хорошо. Понятно, что в нем не прописаны все школы, и сейчас никто это прописывать не будет. Но госконтракт – это... Коллеги, кто-нибудь можно будет говорить? Как-то, разрешите, я закончу? Да, спасибо. Но госконтракт – это намерение, а нам нужно что-то, что подтверждает уже исполнение факта того, что вот контент-фильтрация идет, и вот как задумано по госконтракту. А если к нам приходят люди, как уже было сказано ранее, без нарядов, вообще вот просто без ничего, понимаете? Просто они пришли в спецовках, и мы должны почему-то им верить. И у нас, когда они уходят, ничего не остается на руках. Вот поэтому нам в прокуратуре показать нечего. А госконтракт – это намерение, да, хорошо, что так будет. Покажите тот документ, некий, значит, который подтверждает, что так и стало. Вот что нам надо. Спасибо. На основании госконтракта Ростелеком выезжает, делает настройки, и после проведения настроек и принятия со стороны заказчика и представителя заказчика, как директора образовательной организации, либо назначенного вами ответственного специалиста, подписывается акт выполненных работ, где в том числе прописывается предоставление услуги контент-фильтрация. У вас будет договор федерального уровня, централизованный, и акт предоставления услуги контент-фильтрация. Без допуска этого акта, естественно, у вас нет. Больше большое спасибо. У нас с допуском проблем не было, но акта пока у нас нет, поэтому можно все-таки вам проще, я думаю, это сделать централизованно, чтобы ваши люди на местах акты такие оставили там, где они уже были и закончили работу. Спасибо. Коллеги от Трофимцев, Ростелеком, буквально одно слово. Ребята, когда наши приходят и когда работу выполняют, они подписывают или акт выполненных работ и прописывают, сколько компьютеров они там перепрописали, или акт обследования, если там требуется ЛВС. Акт предоставления услуг, это, как бы, грубо говоря, было там в прошлом году. Поэтому акты, они... вот этих документов, о которых говорите, конечно, будет достаточно, просто надо, чтобы они были, вот и все. Но имеется в виду, что они не с пустыми руками ходят. 31-й школа, есть ли акты? Если директор говорит, что работы выполнены, акты не подписаны, тогда у меня есть вопрос. Ну да, здесь, ребята, что-то как-то непонятно получается. Вы там уже все сделали, директор говорит, никаких документов вы не оставили. Тоже, значит, что-то... Нет, они подписывают... Я в целом говорю ситуацию. Эти акты в 3 экземплярах, и один они всегда, они должны оставлять вам. Но если Валентина Юрьевна говорит, что не было актов, я тут скажу, что не было актов. Нет, я и не говорю, что кто-то врет и так далее. Я прекрасно знаю, что наши монтажники бегают и, грубо говоря, иногда забывают оставлять, как бы мы постоянно как бы с ними по этому поводу ругаемся. Просьба, да, тогда, Оксана Викторовна, подключитесь, пожалуйста, потому что мы эту информацию уже даем уже в Минцифру по подключению, а здесь, получается, подключаем, а документов нету. В любой момент могут спросить эту информацию. Да? Я вот Минобр даст информацию, так же, как у нас вопросы идут по СЗО, там, по этим всем, там, по другим. То есть по медицине. То есть медицина отчитывается, например, по 122, и у нас другая информация. Не очень красиво. Я немножко уточню сейчас по 31, если можно. У нас часть работ выполнена, то есть оборудование стоит, настройки до конца не завершены, актов у нас на руках нет. Так, когда они будут... было всем понятно. Может быть, просто не доделали, поэтому не стали подписывать. Да, скорее всего. В работе просто должны быть. А то, что я говорю... То, что я говорю про акты, что они должны быть, касается не меня в частности, а я в целом
комментирую ту информацию, которая идет, что одного госконтракта недостаточно, вот эти акты нам нужны. Вот и все. Спасибо. Да нет, сотрудники Ростелекома приходят, подписывают акты в 3 экземплярах. На их стороне нет ни подписи, ни печати. Мы предоставим вам документы позднее. 2 недели документов нету. Криптошлюз установлен. Там не криптошлюз должен установлен быть, включенный ARM. И вы акты, скорее всего, подписывали по... Армов нету, пока не будет. Наша копия документа возвращена об установке оборудования. Мы не допустим ваших сотрудников до работы в локальной сети. Это вы, наверное... документы не получим. Это бесполезно. Вот как выкинуть на помойку бумаги. Вы, наверное, путаете установка кэша, которая была, и... Да, установка криптошлюза, а не установка на рабочих станциях. Хорошо, вы мне тогда позвоните, я вот уточню. Это какая школа была? Это дворец детства, город Якутск. Вообще Якутск. Ага, понятно, хорошо. Можно вопрос задать? Татьяна Управление образования мирный. Оксана Викторовна, подскажите, количество АРМ на школу ограничено? Потому что во всех школах разное количество компьютеров. Если ARM подключены к существующей системе ЛКС, ограничения, мы переключаем абсолютно все компьютеры, которые к ней подключены. Все, которые... Один компьютер, это может быть 150 компьютеров, о чем я и говорила ранее, когда спросили график исполнения, сделали. Мы входим в школу первый раз, мы не знаем, в какой объем работы попадает. 10 армий 3 часа времени, либо это будет 150 компьютеров, и у него займет это 3 дня. Ограничения. Это отвечая на ваш вопрос. Соответственно, все, что подключено к существующей локальной системе, мы переводим в ЕСПД, проводим настройки. Хорошо, спасибо. Есть такая возможность. Получается, к нам заходит Ростелеком полностью в школы. Подают нам ЕСПД для классов, где занимаются дети. Для АХЧ мы специально собирали, получается, списки тех людей, которые имеют право подать заявки на компьютеры, которые отключили, чтобы они были без контент-фильтрации. И в таком случае до августа 2023 года школа бесплатно получает интернет. Это первый вариант. А второй вариант, можно ли так сделать? Например, к нам заходит ЕСПД, но на классы только там, где занимаются обучающиеся. А дальше наши своими силами сисадмины настройку делают на компьютерах АХЧ под другим провайдером. Возможно ли такой вариант? И тогда в актах они уже подписывают только то количество ARM, которые подключены именно по ЕСПД. Согласно заключенному ГК, я вам сейчас даже могу сказать пункт, наверное, правильно. Согласно технического задания, так, автоматизированных рабочих, так, локальных сетей, ЕСПД, вот. Согласно пункта 2.38 технического задания к ГК, ПАО Ростелеком должно обеспечить, так, и вот, сейчас одну секунду, так, вот, в соответствии с пунктом 9 технического задания Ростелеком должен обеспечить условия, при котором контентная фильтрация не должна распространяться на АРМ, административно-хозяйственного педагогического состава образовательных организаций. Соответственно, исходя из технического задания, в принципе, госконтракта, мы, как единственный поставщик, обязаны предоставлять услуги, в том числе армы и детские, на которых ребятишки занимаются, и, соответственно, АХЧ. Мы не имеем права вас туда не подключить. Мы имеем, вы имеете право, как заказчик, да, как представители заказчика и директор школы, написать нам отказ, что мы отказываемся в предоставлении настроек по компьютерным, по АРМ, АХЧ, для включения их в централизованный контракт и подключения их. Но я смею предположить, что если мы получим официально от вас такой отказ от представителя заказчика,
то, скорее всего, к вам придут с разъяснениями уже там, ну, я так думаю, что это Минцифры, федеральная, региональная, я думаю, что как-то так будет. То есть мы как исполнитель вас заставить не можем. Мы только исполняем свою часть контракта как исполнители, не более чем. Можно вопрос, Мигина Кангаласки? Можно. Да. У нас вот Ростелеком, работники Ростелекома подходят и отключают у нас вот большинство школ подключены к эксперт-телекому, и Ростелеком говорит, что нам надо подключить интернет, все компьютеры, которые подключены к сети, и они отключают, то есть с эксперта, и подключают, настраивают ЕСПД, и говорят, что нужно подать заявку, чтобы отключили контент-фильтрацию. Это так или не так? Сейчас вот подключают к кабинету информатики и административно-хозяйственный компьютером тоже вот с этим, с контент-фильтрацией. Все верно. Включаются все АРМ через контент-фильтрацию, пишется заявка, вкатывается IP-адреса, которые необходимо потом от контент-фильтрации отключить. Все верно вы говорите. То есть тогда мы от Эксперт Телеком отказываемся, да? Да. Потому что Эксперт Телеком, ну, мы же вопрос, опять же, все идет финансирование, договор, то есть все школы финансирования в республике и по Российской Федерации. Это федеральный бюджет, все остальное местное. То есть все заключаем через ПАО Ростелеком. А сколько времени займет эта заявка? Например, вот сегодня написали заявку, чтобы контент-фильтрация к этому компьютеру не осуществлялась. Сколько дней пройдет? Потому что вот у нас бухгалтерия, и вся работа остановится. И мы пока не знаем. Коллеги Трофимцев, вы, если хотите, чтобы было быстро, вы просто попросите, что когда вам будет ЕСПД перенастраивать, второй порт в открытую сеть просто, чтобы перевели, чтобы без контент-фильтрации, вот и все, чтобы вы не мучились. Быстрее будет. Слышали, да? Если вот к вам подойдут подключать к ЕСПД, вы просите, чтобы ко второму входу было не фильтрованная, да, контент-фильтрация, чтобы было оперативно. Очень хорошая информация. А почему они сразу так не делают? Потому что есть ранее и доведенные Министерством цифрового развития. Потому что сначала все АРМы подключают, темы есть. Мы сейчас делаем, грубо говоря, лайфхак и упрощаем, стараемся по максимуму упростить жизнь, чтобы не занимать там рабочее время тех же сотрудников ОХД на время переключения. Переключение вообще происходит в течение одного рабочего дня. Кто это все будет настраивать на рабочих площадках? А Wi-Fi нормально будет работать, да? Это на открытую сеть? Или там какая-то идентификация нужна? Если когда у вас, да, по поводу Wi-Fi, в принципе, она будет работать как бы все правильно, там, грубо говоря, нужно, чтобы просто наши сотрудники с вашими админами отработали четко. Скажите, пожалуйста, а в рамках ЕСПД дополнительные сервисы после, так сказать, подключения будут какие-то разворачиваться для тех же образовательных учреждений, по примеру ЕСПД органов госвласти республики? Да, конечно, будут. Просто нас Москва, к сожалению, как бы не уведомила. Они мне просто сказали, говорит, что мы, говорит, через эту ЕСПД будем уже, говорит, прогонять, ну, как и госуслуги, там, говорит, дополнительные сервисы. Просто какие конкретно сейчас врать не буду, не скажу. Понятно, спасибо. Но прозвучала информация о том, что ЕСПД – это собственность Ростелекома. То есть в 2023 году договор закончится, не будет пролонгирован, и что тогда с нами, со всеми остальными будет? Вот, хороший вопрос. Коллеги, это будет, я думаю, решение на уровне Минцифры, так же, как принималось решение по окончанию проекта СЗО цифровой экономики. Напоминаю, что проект СЗО, он длится в течение лет, с 2019 года по 2020. Оказание услуг было по 2021 года. Насколько мне известно, ориентировочно в сентябре 2021 года
в региональные... Оксана Викторовна, что-то пропали. Да, вы пропадаете. Плохо слышно вас. Потому что параллельно подключаются еще коллеги, которые не Коллеги, включают. просьба отключайтесь, если кто не говорит, потому что не очень неудобно, и сами же не слышите информацию. Потом несколько раз приходится повторять. Еще раз, давайте тогда сначала, чтобы слышали все. Сейчас хорошо меня слышно? Да, да, хорошо. Проект по подключению социально значимых объектов в рамках цифровой экономики длился с 2019 по 2021 год, в рамках которого были проложены оптоволоконные сети и так далее и тому подобное. Подключенный ряд объектов, в том числе по республике 1221 объект. В сентябре 2021 года, если я правильно помню, федеральная Минцифра... Тебя все равно везде будут прослушивать. Федеральная Минцифра направила запросы о необходимости софинансирования региональных бюджетов со стороны федеральных органов, со стороны федерального бюджета на предоставление услуг связи по подключенным ранее объектам. По моей информации, каждая региональная цифра должна была... Коллеги, выключите, пожалуйста, микрофоны. Правда, не очень удобно. Так и вот, все региональные министерства цифрового развития направляли в федерацию свои потребности, свои необходимости, в том числе там, в пропорциях, в деньгах и так далее, в количественных значениях, сколько социально значимых объектов они бы хотели, чтобы федеральное финансирование проходило. Соответственно, когда закончится этот конкретно проект до 31 августа 2023 года, который сейчас действует, я предполагаю, что в 2023 году также будет проведен запрос с уровня федеральной цифры в региональной, и будет принято решение, в каком формате будет проводиться финансирование. Опять же, обращаю внимание, что часть объектов, которые ранее были подключены в рамках СИЗО, сейчас переведены на региональное финансирование, такие как объекты культуры, Министерство здравоохранения, ФАПы и так далее и тому подобное. Частично объекты СИЗО, они финансируются именно самими заказчиками, такие как имеют федеральный уровень, это Росгвардия, МЧС и так далее. Соответственно, сейчас на 1.3.22 года нет у меня четкого ответа, что будет происходить дальше с этим контрактом. Предполагаю, что будет дополнительное финансирование, так же, как и в рамках СИЗО. Спасибо. Здравствуйте, можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Так, Саха-политехнический лицей. У нас 3 здания, соответственно, 3 точки, да, имеется. В основном здании ребята подходили с Ростелекомом, все нормально. А что будет с 2 зданиями? То есть там у нас только оптика стоит. Будут устанавливать криптошлюз или нет? У нас аналогично. У кого еще аналогично? Подскажите, пожалуйста. В мае у нас такая же ситуация. Получается, здание школы, и у нас дополнительное здание есть. Там оптоволокно есть, но криптошлюза нету. Расстояние больше 100 метров. От школы никак провести не сможем. То есть, я понял, будут отключать Коллеги, для этого это как наши раз эти касается здания. того, потребуется обследование и дополнительные объемы, которые мы, как Ростелеком, как исполнители, должны будем предоставить в Минцифру. На текущий момент, если нет физически единой ЛКС ко всем АРМ, то мы их не подключаем. Подключаем только те, которые сейчас в моменте подключены к ЛКС и подключены к кэша. Дальше идет обследование, прокладка там 1500 метров кабеля, подключение стольких-то армов. Это также будет проводиться в рамках обследования. Это также будет фиксироваться и в дальнейшем передаваться на уровне федеральной Минцифры. Я просто к тому, что говорили же, что будет отключение интернета всего. А тогда у нас там оставят, да, наши линии? А там у вас с кем был заключен? Вы с кем там? Ростелеком у нас. Так. Коллеги, я не устаю повторять еще раз. У нас расторгаются контракты.
услуги мы никакие не снимаем до того момента, пока мы не подключим, и все не скажут нам: ок, все хорошо. На этом продается на Алиэкспрессе прямо для него, прямо типа, что сюда эта щеточка заходит, сука, и все. Коллеги, что-то кто-то что-то говорил и пропал. Можно вопрос задать? Да. Скажите, Оксана, скорее всего, к вам вопрос. Вы сказали, что пока не заключены контракты. То есть как мы это узнаем? Вот мы подписали, например, акт, нам что-то тут установили, ну, к примеру, да, там криптошлюз установили, это все уже. Мы можем уже расторгать контракт или мы еще сидим, ждем? То есть у нас есть региональный контракт с Ростелекомом, и мы сидим, ждем, когда нам это скажут, что да, расторгайтесь. Ирина Леонтьевна, правильно же? Совершенно верно, да. Ирина Леонтьевна, еще раз, я говорю о том, что когда у нас будут подписаны акты, вы, директор школы, скажете, что система ЕСПД работает исправно, что ХД получает интернет без контент-фильтрации, детки получают интернет с контент-фильтрацией, вы подписываете акты. На расторжение договора, еще раз, бумаги, это не влияет. У вас, вы можете написать заявление там, в рамках заключения 151 ГК, прошу расторгнуть договор номер такой-то от такого-то числа, все. Услуги продолжают, и мы не снимем, мы физически не разбираем услуги, мы не разбираем линии, мы не разбираем схемы подключения, если там разные узлы доступа были подключены, мы ничего не разбираем. Мы сейчас говорим только о том, что расторгается бумага. На бумаге договорных отношений не должно было быть. Все. Дальше, как только у вас приезжают сотрудники Ростелеком, делают переключение всех армов, настройки всех армов, вы со своими техническими специалистами подтверждаете, что все работает исправно, подписываете акты, мы ждем, когда собираются все положительные отзывы, плюсики поставят, когда каждая из 645 объектов, Минцифра, мы отчитываемся в Минцифру регионально, что, ребят, все акты есть, все переключено, все работает, Минцифра отчитывается регионально, в Минцифру федеральную. Все. Еще раз, ни одна услуга не расформировывается. Да, с учетом того, что торгнуты. Нет, я поняла, что услуги, подождите секундочку, услуги я поняла, что не расформировываются, просто мы прямо сейчас можем уже написать это письмо и не платить региональному Ростелекому. Все. Вот я про что говорю. Все. Вот я про это и спрашиваю. Можно несколько слов? Конечно, это очень важный вопрос, и всех это волнует. Но дело в том, что действительно город Якутск находится в одной ситуации, потому что Ростелеком у нас поставщик, и мы работаем только с вами. А у Улусы, у них вот несколько иная ситуация, поэтому у них и вопросов больше. Но я бы вот хотела, знаете, что попросить? Очень подробно и правильно все вы рассказываете, но лучше было бы, если бы вы этот алгоритм изложили бы на бумаге и разослали бы нам по школам, и мы бы четко знали, как, что, зачем делать, когда, после какого там действия должно быть, какое действие и так далее, и так далее. Потому что все-таки для вас это ваша специфика, вам это все понятно, привычно, а директора не все специалисты, и у нас много как бы и других проблем. И плюс, конечно, в городе Якутске прокуратура над нами надзирает очень тщательно. Поэтому хотелось бы все-таки иметь вот такой алгоритм, в соответствии с которым можно было действовать. Было бы очень здорово. Спасибо. Спасибо, Наталья Алексеевна. Ну, мы поэтому и собрались, как раз поняли эту проблему, потому что получается, до вас эта информация и доходила, и поэтому и проблемы с Ростелекомом возникали и так далее. То есть они нам информацию выносят, мы там через ваше руководство там тоже пытаемся, через Минобразование. Поэтому это совещание-то и собрали, как раз понять эту всю причину. Ну, то, что информацию, какую есть, мы, конечно, будем сейчас вам скидывать, но с учетом того, что и уже сейчас вот в чате уже и ссылку на контракт вам отправили, уже вот можете там посмотреть. Вот. Ну и в том, что еще вот то, что Оксана Викторовна и говорила, то есть как только в Ростелеком и вы
подпишете все документы, весь этот перечень будет передан нам, мы передаем Минцифры, Минцифра уже после этого вот тем провайдерам, которые там есть, они уже тогда с ними отрабатывают по отключению. А до этого момента отключения не будет. Можно технический вопрос? Так, ну смотрите, наша ситуация следующая. Допустим, у нас уже осуществили подключение, то есть выделили IP-адреса, но вот у нас в школе стоит 2 шлюза. Но вот, могу ли я, например, на своем прокси-сервере настроить, ну, там, как бы настроили каскадирование, у меня сейчас в классах информатики Ростелеком интернет работает. То есть и фильтруется, все замечательно. То есть мне не нужно прописывать, мне только на одном компьютере я прописал IP-адрес, да, то есть настроил каскадирование прокси-сервера, и он раздает интернет. Но вот допускается ли такая схема? Или обязательно нужно как бы на 160 компьютеров мне как бы получить IP-адрес? Спасибо. Коллеги, вы выйдете на меня, на Трофимцева Илья Владимировича, вот тут Татьяна Александровна телефон вам даст, и мы переговорим с вами. Чтобы людей не задерживать сейчас. Ваш телефон будет у всех, потому что у нас тоже такой вопрос возник. Штанько Ирина Леонтьевна, 4-я школа, город Ленск. Я знаю, просто у нас по тех параметрам, вообще, в принципе, по тех заданиям должно быть подключен каждый ARM. Но по поводу каскадирования, я думаю, что мы этот вопрос еще там уточним. Но, насколько я предполагаю, что, скорее всего, нет. Но там на самом деле очень сложно на большое количество компьютеров везде ходить руками, забивать IP-адрес, устанавливать электронный сертификат. Да, действительно, этот вопрос надо как-то автоматизировать. Есть же сервисы автоматических раздачи адресов. Почему нельзя зарезервировать пул нашей локальной сети здесь? Коллеги, давайте вы на меня выйдете, как бы переговорим. Потому что похожие вопросы в Нерюнгри как бы возникали. У них тоже там большое количество компьютеров. Илья, а как на вас выйти? Вот Татьяна Александровна, обратитесь, она телефон как бы мой раздаст всем в школу. А Татьяне Александровне, как ее найти? Илья, можно будет в чате напишите телефон, да, и кто надо, вам обратиться. Давайте, хорошо. Спасибо. Коллеги, есть еще какие-то вопросы? Да, вопросы есть. Технические, здравствуйте. Замдиректора МБО политехнический лицей, город Мирный. По поводу 2-го канала отключения. Мы не согласны с этим, но отработав с Ростелекомом, мы поняли, что нужно просто написать письмо. А по поводу ESPD проблемы есть работа некоторых программ, в частности VIPNet. Он отказывается работать, не знаем почему, по какой причине. Ввиду того, что у нас на базе нашей школы организовано ППЭ, нам нужен 2-й резервный канал. А так, в принципе, вопросов нет. С местными представителями Ростелекома мы отрабатываем, все хорошо. Еще раз, коллеги, по поводу ЕГЭ, VPN, это еще раз будет отдельная история. Вам дополнительно своего контракта, именно регионального, не требуется. С Министерством образования заключается ежегодно контракт на проведение ЕГЭ, в том числе в нем зашиты организация VPN-каналов на период Оксана, вот я сейчас все внимательно послушал, и мне показалось, что немножечко вы тут собрали все до кучи. ЕГЭ – это ЕГЭ. Вы имеете в виду видеонаблюдение. Меня это не интересует. Меня интересует доступ к сервисам, в частности, к серверам ЦМКО. Через ESPD сервера ЦМКО нам недоступны. Ну и хочется дополнить, в образовательных организациях не только вот доступ нужен к этой информационной системе, да, помимо этого есть и другие информационные системы, FISFORDO, ASUSO и так далее. Вот хотелось бы тоже понять, вот в сети ESPD будет это работать или нет? Я правильно вас понимаю, что сейчас вы не можете зайти на эти сервисы с армов, которые подключены без компонента контент-фильтрации? Еще раз вопрос не понял. Вы заходите на эти сервисы с ARM, которые на контент-фильтрации или без нее?
У нас есть аттестованное рабочее место для работы с ЦМКО, для передачи персональных данных обучающихся, которые у нас сдают экзамен. И через ЕСПД это аттестованное место не работает. Там у нас организован VPN-канал через VIPNet, в частности. Поэтому эти рабочие места, они сейчас вообще не должны были в ЕСПД заходить. Мы в этом году оставляем выделенными отдельно, они в рамках ЕГЭ только будут подключаться. Отдельными. Вы знаете, мы ЕСПД пользуемся с того момента, как наше СЗО подключили. И мы пользуемся и ЕСПД, и пользуемся прямым договором с Ростелекомом. И вот даже сейчас мы переходим, мы никаких трудностей не видим. Но у нас есть одна маленькая проблема. У нас не работают некоторые армы через ЕСПД, потому что там находится прокси-сервер. Наша, например, школа – это работает в цифровой образовательной среде. Нам поставили кучу ноутбуков, которые мы тоже не можем подключить в ЕСПД. По одной маленькой причине, потому что Wi-Fi не работает с прокси. Есть свои проблемы, поэтому мы и держим второй канал здесь. Я еще раз повторю. Мы не расформировываем каналы. Он у вас работать, как работал, так и будет работать, если это канал Ростелекома. Соответственно, подключение через Wi-Fi, мы этот вопрос уже зафиксировали для себя. Илья Трофимцев вернется, каким образом мы это все будем делать подключение, после того, как сотрудники пройдут обучение. По поводу аттестованных рабочих мест, которые у вас были в рамках ЕСПД, ЕГЭ, для подключения в ЦМКО, в сервисы, по ним сейчас тоже будет дополнительно тогда проработано, в каком формате, если они включены уже в систему ЕСПД, возможно, они будут исключаться на этот год в рамках проведения единого государственного экзамена. Поэтому этот вопрос себе тоже зафиксировали, вернемся с ним уже с ответом дополнительно в чате. Оксана, прошу прощения, очень много вопросов от меня. У нас точно так же ОГЭ подключается через ЦМКО. То есть у нас, как нам тогда будет? Самое ЕГЭ, ОГЭ мы в одном проекте по армам, по этим дадим. Либо мы их будем выводить из системы ЕСПД, что, скорее всего, в рамках проведения этого государственного экзамена, но, скорее всего, будем выводить. Это предварительно пока от меня информация. Сейчас технический блок посмотрит, в каком формате это должно работать, и мы к вам вернемся. Я думаю, что также это будет централизовано, спущено через Министерство образования. Если они не зайдут в ЕСПД, то тогда должна быть альтернативная линия. Мы тогда с регионом оставляем контракты, они нам обслуживают вот эту линию. Никаких, еще раз, коллеги, Ирина Леонтьевна, контракты вы не оставляете, остаются услуги. Мы в рамках заключения контракта. Позднее сделаю. Спасибо, Оксана. Вот для особо одаренных чтобы меня пробник интересуют будет, а третья деньги. особо работала. Хорошо? Спасибо. Извините, а можно вопрос, как будут работать эти криптопро зависимые программы, которые сами через прокси подключаются, типа ЦК финансов, 1С всяких? Включение армов для ХД, на них не навешивается контент-фильтрация. Они также работают в открытом интернете, как и работали ранее. Нет, подождите еще, я все-таки хочу уточнить. Подключение к ЕСПД производится через прокси-сервер ЕСПД. Вот в чем вся проблема. Вот, как бы ЦК финансов работает через свой прокси, они там не будут ругаться друг с другом. Вот здесь-то проблема-то и существует. Прокси на прокси на прокси. Части прокси на прокси пока не готовы ответить. Мы этот вопрос на себя забрали. Вернемся также к вам. И вопрос, конечно же, внешнего белого IP-адреса. Конечно же, ЕСПД его не предоставляет. Правильно? Правильно. А он очень нужен. А зачем? А вот у нас новая коронавирусная инфекция была. У меня учителя, например, подключались к нашему СЗО через другой канал, не через ЕСПД по белому адресу, удаленные рабочие столы и всякое такое. Здесь надо будет смотреть. По идее, тогда надо эти удаленные рабочие столы также подключать в систему ЕСПД.
Но здесь, я не знаю, пока не готова ответить вам на этот вопрос. Тоже заберем на себя. Это очень актуальный вопрос. Идешь туда? Господин долго еще? Можно еще один вопрос? Интернет, если делится на две линии для учеников и для администрации, одна, получается, линия фильтруется, а вторая будет ли фильтроваться вообще? Потому что как бы для школы это необходимо, или школа сама будет покупать уже контент-фильтр? Контент-фильтрация устанавливается на АРМ для школьников, для ХД не устанавливается. У вас открытый интернет по 151 ГК. Оксана, тогда следующий вопрос еще по поводу фильтрации. В ЕСПД фильтрация одноступенчатая или много ступеней есть? Я, конечно, посмотрю в техническом задании, было ли прописано, не готова на него сейчас ответить. Ну, вот, например, как в Яндексе сделано, базовая фильтрация, там финансовая фильтрация, семейная контент-фильтрация. Так, погодите, если говорите, там он будет полностью открытый интернет для администрации, он вообще, то есть даже фишинговые всякие ссылки не будет тормозить? То есть если они нам куда-то нажмут и нахватаются, то, что сейчас как бы они по своим настройкам не могут сделать. То есть нам все равно придется покупать какой-то контент-фильтратор для них отдельно. Коллеги, нет, фишинговые там и так далее, как бы они будут, конечно, фильтроваться. А единственное, что доступы как бы на большинство сайтов будут открыты. У нас еще возникла такая проблема, у нас ряд учителей используют, работают с Google Classroom. Ну вот сейчас после перенастройки всех классов информатики, ну вот Google Classroom как бы перестал работать, то есть вываливается как бы фильтрация контента. Ну вот я понимаю, что как бы в связи с тяжелой геополитической ситуацией могут прикрыть, но как бы на данный момент я так полагаю, что вот этот электронный адрес, да, который указан при фильтрации, да, то есть заявки все отправляем туда, и как быстро они обслуживаются. Ну, вот просто у них сейчас учебный процесс встал. Это вы именно на учебный компьютер, да? Да, они, то есть у нас учителя английского работают с этим порталом, ну, вот, и вот сейчас буквально недавно, 20 минут назад подходили, говорят, не работает. Ну, вообще они рассматривают где-то в течение 3 дней. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Там как раз Илья телефон оставили, были вопросы. Созвонитесь тогда в чате. Погодите, сейчас прозвучит глупый вопрос, а локальная сеть нормально будет работать? В смысле, у меня очень много сетевых принтеров. Они же тоже будут, получается, отжирать IP-шники. Коллеги, по поводу того, как будет работать МФУ, сейчас одну секунду, как будет работать МФУ, мы сможем узнать, когда подключим МФУ. По-другому сейчас не могу вам сказать. Предполагается, что если качественно выстроена локальная сеть, соответственно, перебоев не должно быть. Не забудьте еще IP-камеры, которые онлайн-наблюдение по аудиториям. Онлайн-наблюдение по аудиториям подключается через закрытый VPN-канал в рамках ЕГЭ. У нас как бы еще своя стабильная как бы локальная сеть. Фу, видео, блин, слово забыл. Короче, там есть IP-камеры тоже для нашей локальной видеонаблюдения, которые не ЕГЭшные. Локальное видеонаблюдение, насколько я знаю, через IP-камеры пишется на локальные. Каким образом у вас онлайн туда подключается? Нет, в смысле, они IP-камеры, в сеть у нас включены, у них свои IP-шники динамические, и регистраторы. Доступ, дети к ним имеют доступ, к этим IP-камерам?
Нет, он у нас заучится. Зачем туда контент-фильтрация? Я в смысле того, что... Находится необходимо к подключению только к тем рабочим местам, на которых работают дети. Нет, я сейчас не про контент-фильтрацию, я про подключение РМ. Получается, они же тоже будут отжирать эти адреса. У нас, если я сейчас так навскидку, у меня уже больше 200 адресов забито. Ноутбуками считая и так далее. Не совсем тогда понимаю вопрос. Еще раз, пожалуйста, сформулируйте четко, что вы хотите, чтобы Ростелеком для вас сделал. Не, я просто сейчас хочу уточнить, просто когда нам подключали ЕСПД года 2 назад в тестовом варианте, нам дали 75 вроде адресов всего. И говорили насчет того, что пул будет увеличиваться очень медленно. Чуть ли не каждый IP будет просматриваться. Вот сейчас, то есть, когда нам будут придут РМ, подключать РМчики, я должен буду просить сразу, чтобы они дали пул на камеры, там, на все остальное, на ноутбуке, или они подключат только тупо компьютеры, которые в кабинетах стоят. Вы можете запросить у них сразу запас по году. Ага, спасибо. Мы даем, там ничего страшного, это же не белые адресы. Уважаемые коллеги, вообще прошла очень продуктивная, интересная встреча, разговор, да, и в конечном итоге Ростелеком настаивает на своих условиях, улусники городские, мы все, как бы при своем, у кого-то есть оптика, кто-то на спутнике сидит, кто-то страдает из-за того, что вообще никуда не может зайти, у кого-то есть несколько альтернативных источников, да. Но у нас уже 4 марта начинаются апробации ГИА, ЕГЭ, ОГЭ. В апреле все это дело есть, да. Пока вот Ростелеком на местах, в некоторых районах не может, специалисты не могут настроить, все-таки вот этот VPN не работает и так далее. Вот как-то либо надо ускоряться, либо все это дело приостановить до окончания процедуры ГИА, чтобы летом нормально, фундаментально, конструктивно подойти к этому вопросу. Потому что в конечном итоге за провал проведения ГИА отвечать будет простой директор. Коллеги, за провал проведения ГИА, ЕГЭ и ОГЭ отвечает исполнитель Ростелеком. Мы сейчас на текущий момент не можем скорректировать вводные данные по срокам исполнения обязательств по 151 ГК. Уведомляю о том, что мы до 15 марта должны будем провести настройки всех ARM. Еще раз повторяю, ARM, которые подключены сейчас к ЕГЭ, к системе, мы их будем выводить, скорее всего, из системы ЕСПД. И дополнительно мы с обратной связью вернемся в Министерство образования для того, чтобы до вас донесли эту информацию. К сожалению, на текущий момент я на самом деле даже как сотрудник компании, просто как человек, прекрасно понимаю, что сроки у нас крайне сжаты. К сожалению, я обязана их исполнять. Если я их не исполняю, я также попадаю на штрафы. Если у субъекта есть инициатива, и они готовы выйти на Министерство цифрового развития Российской Федерации и исключить республику или продлить сроки по исполнению ГК, я не против. Но, к сожалению, я думаю, что нам не позволят такого сделать, поэтому мы должны двигаться в текущих реалиях, и мы должны до 15 марта сделать переключение 100% всех объектов образовательных организаций на систему ЕСПД. К сожалению, это так. И это правильно. Тогда предлагаю, коллеги, где-то числа тогда 10-го собраться нам, да, там, повторно. Да, нам надо будет собраться, подбить предварительные данные на сегодняшний день. Еще раз фиксирую наши договоренности. На текущий момент я думаю, что большинство вопросов, которые были у руководителей образовательных организаций, у директоров, у их IT-специалистов, мы все-таки закрыли. Я еще раз очень прошу подготовить проект приказа и приказ направить в сторону Ростелекома для того, чтобы мы выдали их своим сотрудникам, которые будут приходить на настройку ARM в образовательные учреждения. Для себя мы отметили и приняли, что без удостоверения, естественно, не должно быть ничего. То есть сотрудник Ростелекома должен приходить с удостоверением
с этим приказом, для того, что если вдруг у кого-то возникнут вопросы на проходной или еще где-нибудь. Соответственно, на себя забираем вопросы по Дворцу творчества, по оборудованию. Илья Трофимцев здесь тоже информацию, обратную связь даст. На себя забираем вопрос по подключению АРМ по системе Wi-Fi. Соответственно, дальше у нас мы выходим с обратной связью на Министерство образования в части подключения АРМ, которые идут через ЦМКО в рамках ЕГЭ, ОГЭ и ГИА. На текущий момент, соответственно, больше, насколько я понимаю, вопросов у нас не было. У нас и остается еще один вопрос по Горному УЛСу. Илья Трофимцев тоже даст обратную связь по восстановлению сети ВОЛС. По Горному УЛСу я информацию тоже дам. То есть там, получается, в ЛБНГ стоит АТС, РТК, и глава ЛБНГ ее выключил, но сейчас ее подключит. Есть там свои нюансы. Принято. Да. Если я правильно понимаю, если они сейчас ее включили, по идее, связь тогда должна подняться. Да. Еще раз напоминаю, что расторжение договора – это пока бумага. Услуги мы все пока оставляем, не переживайте по этому поводу. Каждый сотрудник и каждый директор должен знать, что по факту переключения всех АРМ для деток, для ХД, мы подписываем акты выполненных работ. Татьяна, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что в чате уже ссылку на сам контракт отправили, списки у нас, соответственно, есть. И крайний вопрос у нас еще остается, это каскадное подключение, потому что количество IP-адресов просто не резиновое, принято. Соответственно, с этими ответами на вопросы мы вернемся в течение день-два, потому что по вопросу ЕГЭ мы, скорее всего, будем консультироваться с коллегами из корпоративного центра. Нам понадобится чуть больше времени, чем на все остальное. Спасибо большое. Спасибо, Оксана Викторовна, Татьяна Александровна, коллеги. Тогда просьба, Татьяна Александровна, Оксана Викторовна, тогда протокольчик вот по этим вопросам составим, да, вот эти основные, то есть основная, то есть позиция – это приказ и те вопросы, которые мы сейчас озвучили, согласно вот то, что наше совещание прошло. И ориентировочно давайте тогда соберемся уже окончательно, числа 10 марта, уже конкретно пройдемся по тем проблемам, которые остались. Все, спасибо. Если нет вопросов, тогда всем спасибо, всем удачного дня, до свидания. Всего доброго.